Татарское образование, о чем молча кричат новые школы. А нам по баху. Игры стран БРИКС состоятся в Татарстане, и подготовка выходит на финишную прямую. Боевое братство. Специальный репортаж с передовой. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте! В эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Традиционно нас ожидает яркие соревнования. It's probably the best tennis academy I ever seen before. Игры стран БРИКС. Спорт вне политики. Как оценили готовность Казани делегации стран-участников? Нет дорог, нет у нас транспорта, нет автобусов. Снег подтает, оттуда вода начинает идти, и вот эту улицу всю затапливает. Кто хозяин бесхозного поселка и кто в ответе за дороги? Застройщик или город? Запутанная история, покрытая тайной. К сожалению, вынужден вам напомнить эти цифры. В период между двумя переписями число лиц, владеющих татарским языком, в России сократилось более чем на 1 миллион человек. В 2010-м татарским владели 4 миллиона 280 тысяч, а в 2021-м 3 миллиона 261 тысяча. Напомню, татар в России осталось 4 миллиона 700 тысяч. Простой арифметический подсчет показывает, если темпы сокращения владеющих татарским языком сохранятся, через 45 лет татарского языка не будет совсем. Пока жива деревня, язык еще худо-бедно воспроизводится. Но урбанизация неотвратима. Деревень будет становиться с каждым годом все меньше. А значит, необходимо, чтобы татарский язык сохранялся в городах, где отсутствует языковая среда и очень сильны процессы ассимиляции. Единственные лакуны, где возможно сбережение языка в городских агломерациях, это, простите за очевидную мысль, семья и школа. А теперь прошу вас набраться терпения. Я собираюсь ознакомить вас с данными по новым школам, открытым в Татарстане. Эти данные прозвучали на заседании Комитета по образованию, культуре и национальным вопросам Государственного совета Республики Татарстан в ходе обсуждения отчета правительства. Из большого списка я взял данные только за 2 года. Итак, в 2021 году открытый многопрофильный лицей номер 11, Советский район Казани, 929 детей, 35 классов. Из них 0 с обучением на родном языке. Многопрофильная гимназия номер 189, Заман, Салават-Купыре, Казань, на 726 детей. 0 классов с обучением на родном языке. Гимназия номер 14, Набережные Челны, 1074 ученика, 38 классов, 0 с обучением на татарском языке. Полилингвальная гимназия номер 59, Адымнар Челны, город Набережные Челны, 593 ученика, 24 класса, 0 классов с обучением на родном языке. Вы не ослышались? Это в полилингвальной школе, которая создана для сохранения родного языка. Нет классов с обучением на родном языке. Полная подмена, извращение духа и смысла полилингвальных школ. Идем дальше. В 2022 году были открыты школа на 1224 места в микрорайоне Мирный, Зеленодольска. Из 8 первых классов 0 с обучением на татарском языке. Школа на 950 мест в Нижнекамске. Из 9 первых классов 1 с татарским языком обучения. Школа на 1224 места Адымнар в Альметьевске. Из 6 первых классов всего 1 класс Салят с татарским языком обучения. Школа на 1501 место номер 62 в Набережных Челнах. Из 11 первых классов 2 с татарским языком обучения. Есть и положительный пример. В 2022 году была открыта школа Адымнар в Нижнекамске на 1224 места, где все 4 первых класса с татарским языком обучения. Единичные положительные примеры, увы, не меняют картину. В новых школах Татарстана, особенно в крупных городах, все меньше и меньше татарских классов. И зачем нам искать внешних недоброжелателей, врагов? Мы сами своими руками закапываем родной татарский язык. И скоро он действительно превратится в ископаемое. Кто виноват? Министерство образования. Но не могу в него бросить камень. Школы-то у нас ближе к муниципалитетам.
Ладно, значит, виноваты глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, глава Челнов Наиль Магдеев, глава Нижнекамска Рамиль Мулин, глава Зеленодольска Михаил Афанасьев. Опять же нет. Достойные люди, патриоты, искренние родители своего народа. Ну, скажут, родители не хотят, ЕГЭ нужно сдавать. Тоже, с одной стороны, правда. А с другой, знаем множество родителей, которые хотят учить детей татарскому, но по разным причинам не могут. Значит, нам нужно согласиться с пассионарной теорией этногенеза Льва Гумилева и признать, что у нашего народа, у татарской нации нет внутренней энергии развития, нет сил и желания защитить себя от вымирания. Неужели это правда, спрашиваю я себя, и не могу ответить честно, даже себе. Эльзира Юзаева продолжит. То, что нематериальное духовное наследие является важной частью патриотического воспитания, придумано отнюдь не нами. В 70-е годы прошлого столетия в деревне Бегишево, в одной из самых крупных на тот момент деревенских школ Заинского района, силами педагогов и учащихся открывают краеведческий музей. Исторические артефакты, найденные на этой территории, впоследствии стали наглядным доказательством многовековой истории этого края, уходящей в эпоху аж Средневековья, в древнее булгарское государство. Согласно архивным данным, уже в 1826 году в деревне Бегишево была построена мечеть, при которой в начале 19 века даже работала медресе. Деньги на строительство этого медресе, говорят, пожертвовал Ахмед Хусаинов. Да-да, именно тот Хусаинов, что построил свыше 300 медресе по всей России в местах компактного проживания татар, в том числе и знаменитое учебное заведение в Оренбурге медресе Хусайние. Имамом, ахуном и мударисом, то есть учителем в Бегишево, служил Султанбек, сын Сагындыка, далекий прадед известного политолога и общественного деятеля Файзрахмана Султанбекова и его не менее знаменитого сына, историка Булата Султанбекова. У меня есть одно прямое доказательство. Один житель соседней деревни всегда говорил: Бегишево – это край просвещения. Как только приезжаешь сюда, душа поет. В советские годы в медресе, которое к тому времени было преобразовано уже в среднюю школу, посещали известные писатели Аяз Гилязов и Рабит Батулла. В середине прошлого столетия в Бегишево, которое переживало демографический рост населения, было построено новое здание школы, рассчитанное на 600 человек. Это было самое бурное время, связанное с мощным прогрессом во всех сферах науки и просвещения, сельского хозяйства и промышленности. Школа не раз становилась лучшим учебным заведением Татарии. В Бегишево работал даже интернат для детей-сирот, многие из которых именно здесь получили лучшее образование и путевку в жизнь. Сегодня только историки могут вам рассказать о тех временах, которые давно уже канули в лету. При слове «Бегишево» в память врезается отнюдь не просвещение дух, а Нижнекамский аэропорт, который не исключено, что получил название благодаря именно этой исторической эпопее. В школе сегодня обучается около 30 человек из нескольких деревень, но даже сюда крадется все ближе и ближе глобализации тень. Вот мы живем рядом со школой, которая, как известно, дала столько ученых, писателей, и все время слышим, как дети, возвращаясь со школы, говорят не на родном языке. Это словно нож в сердце. Может ли сегодня национальное образование развиваться и подпитываться только за счет оставшегося в таком незавидном положении народного наследства? Вопрос весьма риторический, и связан он в первую очередь с развитием аграрной отрасли. Пока деревни не поднимутся с колен, пока роль сельского хозяйства не станет превалирующей во внутренней политике государства, пока не придет осмысление его стратегического преимущества, население сельских территорий будет стремительно стареть и убывать в большие города. Сегодня в Татарстане, по официальным данным, свыше 600 школ. Это школы с родным языком обучения и воспитания. Большая часть этих школ – это малочисленные учебные заведения, которые доживают свой последний век. Следующее слово у нас земля. Пропущена буква. Повторяем.
как говорил Михаил Ломоносов, если где-то убыло, значит где-то прибыло. За последние несколько лет крупные города и районные центры Татарстана переживают самый настоящий строительный бум. Строятся новые микрорайоны, новые комплексы, школы, детские сады, современные учебные здания. Это вам не крылечко, два окна, огромные территории, необъятные площади с вместимостью несколько тысяч учащихся. Есть информация по школам Казани и Челны, введенных в 19-21 годах. 70 первых классов сформировалось. Из них всего один класс с татарским языком обучения. Это в Салават-Гупре. От 70 первых классов. Даже в набережных Челнах, введенный Адамнар, там не был сформирован класс с татарским языком обучения. Называется Адамнар. В 22 году Зеленодольск, Мирный, 8 первых классов, это новая школа введенная, татарского класса обучения нет. Нижнекамск, введенная новая школа, 9 первых классов, 1 класс с татарским языком от 9. Альметьевск, Адамнар, 6 первых классов сформировано, всего 1 класс с татарским языком обучения. Набережные Челны, 11 первых класс комплектов, и татарским языком обучения 2. Практически в каждой школе новостройки есть класс с татарским языком воспитания. Но никакие мероприятия, конкурсы стихов и народных танцев, в которые обычно вовлечены пара-тройка детей, никогда не заменят обучение на родном языке. Хотя бы в начальной школе, хотя бы в нескольких классах с преподаванием на татарском языке хотя бы нескольких предметов. Не ищите причины, ищите возможности. В федеральном законе об образовании есть рабочие планы, учебные варианты для школ с родным языком обучения. Нужно только желание родителей, намерение администрации школы и хотя бы немного вовлеченности в этот процесс со стороны руководящих ведомств. Министерство образования успокаивает себя там количеством школ национального образования, в которых там по 30, по 15 детей обучаются. Не там у нас резерв. Нам нечего делать в деревнях, там нет уже молодежи. У нас в пригороде и в крупных городах. Давайте мы эту работу не отдадим просто муниципалам и самим родителям. Министерство образования должно активно вовлекаться в эту работу. Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Нельзя прогресс остановить, отрицать, запретить. Если меняется ход истории, то нужно менять уклад жизни. Мудрость, которая тоже, увы, придумана не нами. Ильзира Юзаева, 7 дней. Вы знаете, один директор школы мне все объяснил. Если в полилингвальную школу дети набираются по территориальному принципу, она превращается в обычную среднюю школу для конкретного микрорайона. То есть рядом с полилингвальной школой нужно строить обычное общеобразовательное учреждение. Тогда в полилингвальный комплекс можно осуществлять специальный набор детей, желающих учиться на родном языке. Простите, а кто нам мешает? Да никто. Поддержка татарского национального образования, поддержка учителей, обеспечивающих национальное образование, дополнительная поддержка многодетных семей. Других приоритетов и возможностей у нас нет. Должны быть специализированные элитные школы для одаренных детей, система подготовки национальной элиты, свой царскосельский лицей, если хотите, в тех же Сабах, где будут воспитываться будущие татарские Пушкины и Ломоносовы. Только нам проснуться надо, осознать масштаб проблемы, обсудить ее в научных кругах, татарских общественных организациях и работать на будущее своего народа и сохранение родного языка. К другим темам. На этой неделе во второй раз за месяц Татарстан подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. На этот раз она была успешно отбита. Один из дронов обезвредили с помощью РЭП, второй сбили в Елабужском районе. И что-то мне подсказывает, что эта попытка навредить нашей инфраструктуре и промышленности, увы, не последняя.
Опорный регион в центре России с мощными заводами, энергетикой, ВПК по определению подвержен подобным рискам, особенно в условиях жесткой, в том числе военной конфронтации с Западом. То, что защита в этот раз сработала безупречно, честно говоря, порадовало. Это внушает чувство уверенности, но ни в коем случае не самоуспокоенности. Какие наши самые уязвимые места? Где больнее всего могут ударить наши враги? Конечно, прежде всего, это энергетическая отрасль. Сегодня, когда Запад фактически объявил нам экономическую войну, мы наглядно увидели, насколько оказались уязвимы и зависимы от их технологий и компетенций. Только в Татарстане из-за разрыва отношений с западными, в кавычках, партнерами повисли ключевые энергетические проекты. Мегапроект по модернизации Заинской ГРЭС в подвешенном состоянии и проект по строительству мусоросжигательного завода под Казанью. Остались без финансирования грандиозные проекты по ветроэнергетике и так далее и тому подобное. И это еще мы говорим о тех проектах, которые находились в стадии реализации. А есть еще и действующие электростанции в городах республики, на которых установлено западное оборудование, прежде всего из Германии и США. Фактически производители этого оборудования в одностороннем порядке, наплевав на контракты и обязательства, отказались от сервисного обслуживания и поставки запчастей. Но вы знаете, в чем сила нашей страны? Конечно, в талантливых людях, которые способны сделать невозможное. Мы научились ремонтировать иностранные турбины и уже придумали, как будем дальше эксплуатировать это сложное оборудование, обеспечив его надежное обслуживание. Тимур Бекмурзин с подробностями. Надежность – ключевой в электроэнергетике показатель, и, казалось бы, уж в этом отношении Татарстан обеспечен запасом. Современная электросетевая компания с трендом на постоянную модернизацию, гибко интегрированная в федеральную сеть. Мощнейшая генерация, опять же, с явной перспективой роста. Эффективные станции, как говорится, построены по самым передовым технологиям. Никакого подвоха и в помине нет, если не считать ставшую уже обыденностью энергодефицит. Совсем не критичный для республики, заверяет в Федеральном профильном министерстве, ведь его всегда можно покрыть за счет перетоков из общей сети. Никакого дефицита в республике Татарстан нет. Слава богу, республика Татарстан, как и вся наша центральная часть России, Сибирь, связана единой электрической сетью. Мы находимся в единой энергосистеме, поэтому потребление обеспечивается как собственной выработкой, так и перетоками из внешней электрической сети. Поэтому развивайтесь, Рустам Нургалиевич, никаких проблем не будет. Наверное, с точки зрения положения дел в других регионах страны, замминистра энергетики прав. Татарстану энергоблокада в любом случае не грозит. Другое дело, что республика всегда позиционировала себя как регион самодостаточный по энергоресурсам в том числе. Второе. Генерация – это не только надежное обеспечение энергии собственной промышленности и населения, но и возможность заработать за счет продажи этого ресурса, например, соседям. Благо, сетевые возможности позволяют, поэтому Татарстан стоит на своем. Павел Николаевич не очень хочет, чтобы мы новые мощности развивали, но у нас такое идет обсуждение. Ну, мы холодная страна, у нас должно быть все вот с запасом. Раз тебе переток перебили, что ты будешь делать? Если в цифрах потребление электроэнергии в Татарстане по итогам прошлого года было на уровне 33 миллиардов киловатт-часов, выработка собственной генерации составила больше 28 миллиардов. То есть дефицит где-то 5 миллиардов киловатт-часов, и он устойчивый за последние несколько лет. Новые мощности появляются, но и потребление за счет развития промышленности и экономики растет. Казалось бы, в этом вопросе можно было бы поставить точку, однако стоит посмотреть на ситуацию более пристальным и придирчивым взглядом. Тогда выяснится, что из 28 миллиардов мощности генерации только половину можно считать по-настоящему экономически эффективной. То есть электроэнергия, тепло, а также горячая вода были выработаны современными технологичными станциями по оптимальной себестоимости. Есть и другой аспект, на который раньше просто не обращали внимания, а сегодня он становится крайне актуальным и болезненным. Все оборудование и технологии, применяемые на этих станциях иностранного производства. В той же Казани на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Татэнерго парогазовой установки General Electric. Мощная ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 компании ТГК-16 также произведена этой американской компанией.
Нерадивые заокеанские партнеры в кавычках уже отказались от обязательств по сервисному обслуживанию, однако в компании ТГК-16 нас заверили, выход из щекотливого положения уже найден. Сервисный договор был разорван с General Electric, прекращены поставки запасных частей, прекращено сопровождение по предиктивной диагностике. Все это мы или заместили, или замещаем отечественными производителями или производителями дружественных стран. О результатах этой работы Эдуард Галеев доложил на заседании правительства Татарстана в рамках Татарстанского форума по энергетике и энергоресурсоэффективности. Доклад вызвал большой интерес у коллег, ведь проблема эта общая и не только для России, но и Белоруссии. Позже с этим опытом ТГК-16 смогли познакомиться делегации из российского Минэнерго и белорусские энергетики. У нас такая же ситуация в Республике Беларусь с компанией General Electric. Я уверен, что мы справимся со всеми текущими проблемами. Они текущие, они не надолго. Приятно видеть, что в текущих ситуациях, достаточно сложных по обслуживанию и сервису, компания справляется, то есть дает достаточно безаварийную работу. Надеюсь, она также будет это делать. А сервисные компании и производители позволяют этой мечте реализоваться, воплотиться в жизнь. Тем более, насколько я слышал, что после обслуживания вибраций стало меньше, чем у основного производителя. Поэтому мы очень рады этому и надеемся, что вот эта лучшая практика будет масштабироваться на все остальные предприятия. Мы будем со стороны Министерства энергетики этому всячески способствовать. Вы большие молодцы. Мы настолько привыкли все покупать, никогда мы даже не задумались. Да. Вот, пожалуйста, Электрик, Siemens, тебе все привезли, поставили это. Поверили. Ни самолетов, ни энергетических машин тяжелых, ничего не осталось. Конечно, все это надо развивать. И то, что вот в энергетическом производстве, вот те проекты, которые сегодня реализуются, мы видим хороший прогресс. В качестве позитивного примера Рустам Минниханов привел электросетевой комплекс Татарстана. Благодаря целенаправленной и системной работе в республике за последние годы появился целый энергокластер по производству самой разной электротехнической продукции с площадками в Казани и Зеленодольском районе. От уникального производства концевых и соединительных кабельных муфт до собственных приборов учета со всей отечественной электронной начинкой. Передовой электротехнопарк на этой неделе показали коллегам из Россети. Они провели в Казани совместный с нашей сетевой компанией семинар совещания. Я достаточно впечатлен тем, что сделано. Буквально за 2 года развернуто такое производство. И сегодня я увидел уникальные вещи, которые муфты 500 киловольт делают уже здесь. Это очень дорогого стоит, и считаю, что буквально 2-3 года, и здесь будет такая силиконовая долина по-хорошему. Ребята очень интенсивно, дерзко, в хорошем понимании этого слова, двигаются вперед, уделяя большое внимание ОКР, инвестируя туда очень серьезные средства. Компании уже делают собственные материнские платы, они печатают платы, то есть то, что раньше приходилось приобретать, сейчас они делают сами. Это вот 100% импортозамещение, и это тот самый технологический суверенитет нашей страны. Работа по импортозамещению промышленности и энергетики сегодня на повестке дня и приоритет в работе правительства Татарстана. Премьер Алексей Песошин на этой неделе выступил с отчетом перед депутатами Госсовета. Среди прочих возник вопрос и о перспективах завершения стратегически важного проекта строительства мусоросжигательного завода в Казани. Алексей Песошин заверил, решение в интересах республики и города будет найдено. Инвестор столкнулся с рядом сложностей по оборудованию. Буквально недавно приезжали китайские партнеры с предложением оборудования. Инвестор настроен оптимистично, называет срок конец 2025 года. Алексей Валерьевич, большое вам спасибо за огромную работу в правительстве. Времена непростые. Экономика Татарстана показала свою живучесть. Успешно обеспечили всю деятельность. Спасибо. Пожелаем вам и дальнейших успехов. Тимур Бекмурзин, Булат Абдульманов, Роман Безменов и Александр Лобанов. 7 дней. В наши дни, на наших глазах, началось строительство нового многополярного мира. И это касается всех сфер жизни. Спорт, если хотите, тоже стал оружием Запада в попытке ослабить и изолировать Россию.
И подтверждают это слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который недавно признался, что за спортсменами по всему миру ведется слежка с целью дальнейшего недопуска к международным соревнованиям, если у атлетов заметят даже малейшие симпатии к России. Чем это закончится? Трудно прогнозировать. Вполне возможно, что в будущем группа стран создадут альтернативные Олимпийские игры, отдельные спортивные федерации. Звучит, конечно, невероятно, но в нынешних условиях любое фантастическое предположение может стать реальностью. А пока, несмотря ни на что, подготовка к играм БРИКС в Татарстане идет полным ходом. Как говорится, всем врагам назло. В играх примут участие около полусотни стран. Количество участников по 50 видам спорта формируется. Игры БРИКС в Казани пройдут с 12 по 23 июня. Основные объекты делегации стран осматривали на этой неделе. Задача – оценить уровень подготовки, условия для спортсменов. Татьяна Тимошенко о первых впечатлениях. Официальные делегаты все всплошь в спортивной обуви, в отличие от принимающей стороны. Показать товар лицом, объекты будущих игр задача у одних, у других проверить уровень готовности 10 объектов в краткие 3 дня. Я учился по-русски в школе, но немного. I love one song, but this part said, я люблю есть сухой старый бутерброд. Йован Пролич, дзюдоист и эксперт Министерства спорта Республики Сербской, заявляет, в Казань готовится приехать 150 спортсменов. Для многих, как и для него, это будет первая поездка в нашу страну. В Сербии развиты боевые искусства, и в этих соревнованиях карате, дзюдо ожидается серьезная конкуренция за места с российской сборной. Результат нам не так важен, мы братская страна, и нам бы очень хотелось поддержать традиции дружбы. Это мой первый визит в Россию. Погода здесь просто замечательная. У нас в Бахрейне ужасно жарко сейчас. Очень нравится. Возлагаем большие надежды на сотрудничество. Будем обращать внимание на то, что поможет развитию спорта в Бахрейне. Мы хотим укрепить отношения между Россией и Венесуэлой, так как наша страна тоже хочет вступить в БРИКС. Спорт как раз помогает укрепить отношения. От нас приедут около 40 спортсменов, мы выступим в 9 дисциплинах. Отношения к спортивным соревнованиям, проводимым в России, четко прозвучали в псевдоконференции, организованной африканским политиком, а точнее известными пранкерами Вованом и Лексусом, с президентом Международного олимпийского комитета и зампредседателем Еврокомиссии. Посыл, который, вероятно, вам следует передать своим коллегам, когда они рассматривают это приглашение, в том, что это не невинные игры, это не просто еще одна спортивная организация, по примеру Олимпийских игр. Я имею в виду, конечно, что можно сказать, что они могут выбрать быть и там, но быть и там, это не одно и то же. Это момент истины. Мы рассчитываем на вас. Этот главный посыл — заставить страны отказаться от участия в российских соревнованиях — звучал все 27 минут записи. В конце беседы европейские политики помолились африканским богам, чтобы игры дружбы, которые должны пройти в России осенью, оказались сорваны. И если выход Чебурашки с полки превратил конференцию в посмешище, то на играх БРИКС против недружественных сил талисманом станет леопард по имени Бриксик. Время собирать не камни, время собираться. Делегатов стран-участников игр Академия тенниса встречает звуками стройки. Объект со времен Универсиады 2013 года практически не обновлялся. На главном теннисном корте сейчас старый асфальт. У нас будут стоять совершенно новые трибуны стационарные. На сколько мест? На 3000 посадочных мест. Да. Здесь будут проходить финальные игры. И надеемся, что все 3000 посадочных мест будут у нас заполнены нашими зрителями. 13 уличных кортов, внутренние корты, аудитории, ремонт 10 тысяч квадратов крыши. Самое видимое издалека вновь через несколько лет заиграет светодиодами центральный фасад Академии. На новеньких кортах уже играют любители и спортсмены. 16-летняя Валерия Швецова тренируется каждый день. В играх БРИКС принять участие не успеет, залечивает травму, но ставит цель выиграть когда-нибудь большой шлем. Сама из Самарской области, в Тольятти. Там тоже была хорошая база, но не было возможности тренироваться, поэтому сюда переехали, так как здесь, так сказать, больше возможностей, больше ресурсов
чтобы дальше продвигаться в своей карьере. Это самая лучшая академия тенниса, которую я видел. Посетили все объекты. Высокий уровень подготовки к мероприятиям. Представители профильных министерств Арабских Эмиратов, Бахрейна, Венесуэлы, Афганистана, Конго, Республики Сербской в офлайн и еще 35 стран в онлайн отчетном режиме должны составить впечатление, где соревноваться, где жить и где есть спортсменам. Во Дворце водных видов спорта как раз проходит соревнование чемпионата России. Результаты определят, кто представит нашу страну на играх БРИКС. Традиционные виды спорта, как борьба на поясах, как кореш, которые традиционно развиваются в Татарстане, и тоже представители конного спорта, представители брейкинга, рок-н-ролла и, конечно, основные виды спорта, единоборства, водные виды спорта, которые традиционно нас ожидают яркие соревнования. Москва. 7-я премия России по спортивному бизнесу. События года, игры будущего, лучший стадион Акбарс-Арена, Экстрим-парк Урам, лучшее культурно-досуговое пространство. Татарстан признан лучшим спортивным регионом. Премию «Золотой глобус» вручают министру спорта республики, только что прилетевшему со встреч с делегациями БРИКС. Исамасас, Кадрлядуслар. Так мы обычно встречаем людей в Татарстане. Что мы выиграли? Как обычно. Как обычно, что-то мы выиграли. Нет, на самом деле очень приятно. Всегда большая честь здесь присутствовать на премии СБК. Каждый раз все это круче и круче. Все вперед и вперед. Как мы говорим, всегда алга. Вот, друзья, мы вас ждем всегда в Татарстане. Мы очень рады, что у нас такая великая держава, спортивная страна, которая славится своими регионами. До начала игр БРИКС остается чуть более 1,5 месяца. За это время будет обновлена вся инфраструктура, обновится деревня Универсиады, обновится инвентарь. Соревнования пройдут на 17 объектах. Для меня, как для директора объекта, у меня нету страха перед этим. У меня, наоборот, только радость. Пусть эти хлопоты, да, они нас сопутствуют, но мы знаем, что на выходе у нас останется колоссальное наследие после этих игр БРИКС на долгие-долгие годы. Наследие материальное и нематериальное. Спорт, который пытаются превратить в инструмент политики, должен оставаться территорией честной борьбы. Желание принять участие в играх БРИКС в Казани уже выразили 84 страны. Заявки прислали более 4000 спортсменов. Программа соревнований будет утверждена в середине мая. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Нет дорог, нет у нас транспорта, нет автобусов. Снег он подтает, оттуда вода начинает идти, и вот эту улицу всю затапливает. Кто хозяин в бесхозном поселке и кто в ответе за дороги? Застройщик или город? Запутанная история, покрытая тайной. Заседание Совета директоров Татэнерго провел премьер-министр Алексей Песошин. Обсудили результаты финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год, итоги реализации электрической и тепловой энергии, выполнение плана капитального строительства и реализацию инвестиционной программы. Татарстан успешно подготовится к предстоящим играм и саммиту БРИКС. Такую уверенность выразил Фарид Мухаммедшин на заседании комиссии Генсовета Единой России по международному сотрудничеству. Во встрече спикер парламента республики принял участие по видеосвязи. В первой половине дня в Москве также прошел оргкомитет по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия. Исламский мир» Казань-форум. Этот год юбилейный, 15-й. За это время он получил федеральный статус и зарекомендовал себя в качестве надежной площадки для взаимодействия с исламскими странами, отметил Рустам Минниханов. В Пестричинском районе сменилось руководство. Руководителем исполкома стал Раис Сулейманов. Ильхам Кашапов уезжает в Минск. Вместо него приходит глава Агроинвеста Раис Сулейманов. В среду его в качестве новой должности представил Алексей Песошин. Вопросы сохранения и развития родных языков обсудили на выездном заседании Президиума Совета Ассамблеи народов Татарстана. Встреча прошла в Бавлинском районе. Заседание провел Фарид Мухаммедшин. Рустам Минниханов встретился с главой инвестиционного офиса при администрации президента Турции Бураком Даглы Оглу. Раис республики высказал заинтересованность, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты здесь. Выбирал нас для выхода на российские и евразийские рынки.
Алексей Песошин представил основные показатели развития на сессии Госсовета. Он выступил с отчетом. Татарстанским предприятиям не хватает как минимум 11 тысяч специалистов. Кадровый дефицит стал одной из главных проблем для промышленности. 80% вакансий рабочие, больше часа. Алексей Песошин рассказывал о развитии республики в новых условиях и новых вызовах перед экономикой. На сессии участвовал также раис республики Рустам Минниханов. Как отметил Алексей Песошин, одна из главных проблем в республике – износ инженерных сетей. Менять нужно треть коммуникаций ЖКХ. На фоне низкой безработицы и повышения конкуренции за кадры реальный рост заработной платы с учетом инфляции составил 113,2%. Достигнутые результаты позволили мобилизовать с территории республики в бюджеты всех уровней 1 триллион 553 миллиарда рублей. В консолидированный бюджет Республики Татарстан поступило 481 миллиард 146 миллионов рублей налоговых и неналоговых доходов. Это 101,7% от плана. В полном объеме профинансированы первоочередные и социально значимые расходы, продолжена реализация национальных проектов, государственных и республиканских программ. Мы гордимся вами, наша молодежь искренне любит свою страну. Такими словами Рустам Минниханов приветствовал участников второго съезда Всероссийского движения первых. Он называется «Алга, поехали». В Казани собрались более 1000 детей со всей республики. Первый съезд прошел год назад, когда движение только появилось. Оно было создано при поддержке Владимира Путина. В Татарстане продолжается капремонт объектов социально-культурной сферы. Начали ремонт 406 многоквартирных домов и в 36 муниципальных образованиях. О том, как продвигается капитальный ремонт объектов, доложили на совещании в Доме правительства Татарстана. Рустам Минниханов прокомментировал вторую атаку на Татарстан вражеских беспилотников. Системы ПВО развернуты, и они показали хороший результат, подчеркнул раис. Как отметил Рустам Минниханов, безопасность граждан – наша первостепенная задача, особенно в преддверии предстоящих праздников и крупных международных событий. Рустам Минниханов отметил, что должна быть информация о расположении мест укрытия от возможных воздушных атак, поручил обеспечить соблюдение спокойствия и порядка при ЧС. В городах и районах уже начали проверять и приводить в порядок бомбоубежища. Без участия муниципалитетов не решается ни одна масштабная задача общегородского уровня. Об этом заявил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления в России. В торжественной церемонии приняли участие государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин и председатель Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Экзам Губайдулин. Одной из приоритетных задач Рустам Минниханов назвал дальнейшее повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Мы продолжаем программу «7 дней». Начало весны, начало больших проблем у автомобилистов. Вечная российская тема «Плохие дороги» становится главной. Казани, безусловно, повезло. В ожидании приезда больших гостей в городе идет невиданное дорожное строительство. Центр города, основные трассы обновят полностью. Но не всем так везет, как жителям столицы. Коттеджный поселок Лесная Поляна расположен в Елабуге. И вовсе не деревня какая-то, а поселок прямо в черте города, от которого они отрезаны каждую весну. Нормального въезда не существует. Скорые, как и такси, отказываются приезжать, ссылаясь на то, что застрянут. Еще недавно дети вынуждены были добираться до школы обходными путями, иногда через трассу, что небезопасно. У местной администрации нет ни денег на ремонт местных дорог, ни ливневой канализации. В данном случае чиновники отвечают категорично, мол, дорога не наша. Вся ответственность на управляющей компании, с которой у жителей был заключен договор при покупке жилья. Эта компания, считает администрация, и должна была создать все условия. Однако на деле не все так просто. В неоднозначной истории по просьбам жителей разбиралась Диляра Юсупова. Первое, что мы видим, когда приезжаем на место, это вот эта большая лужа на въезде в коттеджный поселок. Измерить ее глубину достаточно сложно, но я думаю, что она не очень глубокая. И в целом масштаб проблемы вовсе не удручает, но это лишь на первый взгляд. Чем дальше, тем интереснее. Ну, лужа, ну, большая. Казалось бы, ни о чем не говорит. Чуть дальше еще один въезд и выезд. Это озеро, то, что осталось от паводка. Проехать, как говорится, можно, но осторожно. Люди, конечно, объезжают по грунтовке. Я так не стал бы делать. Это высокая машина.
И мне вот обидно, когда вот этот детеныш, которому 5, 6, 7 лет, идет вдоль дороги, щелкает. Вот идут в резиновых сапогах, потому что в ботинках, сапогах нормальных не пройдешь. Они идут, где-то переобуваются, то ли в школе, ну, как с этих, в зачахлых деревнях уже. Нет дорог, нет у нас транспорта, нет автобусов. Такси к нам не заезжают. Заезжает скорая помощь, и то УАЗики только. Снег он подтает, оттуда вода начинает идти, и вот эту улицу всю затапливает. Даже вот во дворы заходит вода. Здесь не выйдешь, то есть мы заблокированы здесь, как остров получается. У меня зять погиб на СВО, 3 детей осталось. И вот их в садик возить, в школу. Поселок без хозяина, дорога без ремонта, открытые колодцы по всей территории и сухие заросли на фоне приличных построек. Мы проезжаем дальше, чтобы оценить состояние городской дороги. Да, именно городской. Это не деревня в глубинке, это 300 домов в черте самой Елабуги. Тут самая хорошая часть дороги. Тут можно на второй передаче ездить. Мы сейчас едем 20 км в час. Немного трясет, но терпимо. Вот сейчас начинается вот этот участок. Тут уже на первой передаче на скорости 5-10 км в час. Сплошные лужи, ямы и рытвины. Выехать на трассу утром нет никакой возможности. Поток фур и отсутствие светофора и знаков. Вдоль дороги проходит и линия ЛЭП, которая обрастает в течение года сухой травой выше человеческого роста. Не дай бог пожар. Трагические случаи, правда, уже случались. У меня ребенок инвалид ДЦП. Мы ждали 40 минут. Скорую помощь. Ребенок эпилепсия. У него был статус. Мы пока ждали скорую, время шло. Мы уехали в реанимацию, и, к сожалению, его не спасли. Это вообще какой-то ужас. Что зимой, что летом, что весной. Невозможно проехать. Коттеджный поселок Лесная Поляна начал застраиваться ближе к 2012 году. Был заключен договор соинвестирования. Именно с УК Лесная Поляна был заключен договор у жителей. Если посмотреть внимательно, в договоре прописано: берем на себя обязательство создать условия. Сюда же входит и обустройство дороги. И дороги. Дорог и благоустройство. Благоустройство, да. Ну, поначалу такой разговор был. Мини-рынок, там, велосипедные дорожки, да что еще. Обещаний было много, это при продаже. Мол, велосипедные дорожки, школы, центры, лыжня. По факту ничего. Дорогу, которой нет, в большинстве своем проложили сами жители. Собрали около 1,5 миллиона рублей и засыпали щебнем. Еще несколько сотен метров 2 года назад проложила администрация города, но то капля в море. Эта дорога уже пришла в негодность. Нам же проложили начало асфальта, это помните, было 2 года назад, когда вертолетная площадка просто застраивалась. И нужна была видимость этой дороги. Нам проложили 100 метров. В прошлом году еще проложили 110. Причем об этом в газете написали, что будет 110 метров. Это просто смешно. В той стороне. Там нереально вообще проплыть, там надо плыть. Просто ребенка в школу я не могу выпустить. Администрация за зиму ни разу даже дорогу не почистила. Мы сами скидывали сюда деньги. Больше 100 тысяч заплатили, чтобы почистить уже после больших снегопадов и расширить дорогу. Кто хозяин в бесхозном поселке? Администрация города так прямо и говорит: мы ни при чем. Есть документ, есть подписи и соглашения сторон. Получается, что целый поселок посреди Елабуги вроде как Елабуге и не принадлежит. Муниципалитет обязан строить и делать. Но, еще раз говорю, есть договор софинансирования. То есть жители — это же не муниципальная земля, это частная земля. Есть застройщик, и до этого был, и сейчас он есть, все его прекрасно знают. По этому договору жителям необходимо было своевременно в том числе обращаться, и в том числе по условиям договора. Там есть порядок обращения в судебные органы, обязание застройщика привести все в нормативное состояние, в том числе и построить сети, в том числе и построить дороги и провести благоустройство. Где же все-таки инвестор и несет ли он реальную ответственность? Собственник или арендатор? Судя по договору, он все же арендатор. Спустя полчаса выясняется, существует и вторая версия договора. Там ни слова про дороги и какие-то обязательства. УК «Лесная Поляна» в 2018 году проходит процедуру банкротства. Теперь поселок под контролем некоего ИП. Однако и там руководителем является один и тот же человек. Бывший вице-мэр Челнов, ныне предприниматель Фанис Низамединов. Он уже был фигурантом уголовного дела, связанных с земельными махинациями в Лесной Поляне. Связаться с ним, к сожалению, так и не удалось. Между нами и администрацией стоял человек. Но вы поймите тоже, почему администрация возложила это все на частных лиц.
где участие, мы со своей стороны тоже хотим решить этот вопрос. Но если администрация не подключается, мы сами не можем. Кто отвечает за поселок? Насколько вообще была законна процедура аренды с межеванием земель? Юристы уверенно говорят, пункт 1. Администрация сняла с себя полномочия, передав право. И имеет на это право. Вот так просто. Пункт 2. Что там прописано в договоре, вообще не имеет значения. Обещание про дорогу означает лишь ее наличие, а она как бы есть. Справедливо? Нет. Но так гласит закон. Без указания конкретной категории дороги и его устройства, наличие самого проезда уже является фактическим исполнением. А вот качество дороги, щебень, песок, оно должно быть четко закреплено. Он не обязан. В момент, когда они подключались и покупали земельные участки, они понимали, за что они платят. То есть фактически на момент, когда коттеджный поселок организовывался, вот те проезды, которые были, они и фиксируются. Обещания в будущем нужно закреплять отдельными юридическими документами с установлением сроков и так далее. В 4 квартале, я думаю, этого года проведем здесь сход граждан на данной территории, на территории Лесная Поляна, и уже с населением будем общаться по участию в этой программе в части софинансирования. То есть часть, если жители согласятся, какую-то часть будут выносить они, и уже часть в качестве софинансирования будет вкладывать республика. Можно ждать, а можно взять в свои руки. Юристы советуют организовать ТСН. Это позволит жителям иметь права. Это позволит требовать и получать положенное. По-хорошему нужно объединиться и попросить муниципалитет изъять у него арендованные земельные участки, потому что у него нет целевого назначения общего имущества, и передать им. Но это опять делается только путем объединения. Если реально проезды, все находится в аренде, то у муниципалитета нет другой возможности, кроме как расторгнуть, изъять и передать им, как общему. Но тут нужно соблюсти правильную правовую форму. Есть процедура организации ТСН. Главная проблема – это согласие как минимум 50% жителей. Нужно объединяться. Пока власть не на твоей стороне, следует бороться, и лучше такими же методами, с помощью закона. Может быть, тогда на улице Отрадной станет радости чуточку больше. Диляра Юсупова, Булат Абдульманов, Роман Безменов, 7 дней. Продолжим программу. Мы неоднократно показывали наших ребят на передовой, которые своим долгом считают прежде всего защитить своего боевого товарища. Многие даже после серьезных ранений снова отправляются на фронт к своим. Особое фронтовое братство объединяет этих людей навсегда. На этой неделе наши корреспонденты Ленар Валиулов и Андрей Ключников в рамках традиционной фронтовой церемонии награждения от имени Раисы Республики бойцов медалями за заслуги перед Республикой Татарстан познакомились с настоящими героями, которые служат в одном из татарстанских боевых подразделений. Указ Раисы Республики Татарстан. И снова нестабильная ситуация с погодой, как и, собственно, по всей Украине, встретила нашу делегацию с сюрпризом. Выпал снег. Очередная церемония награждения татарстанских артиллеристов медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан от имени Раиса прошла на заснеженной передовой. Служу России. Орудие! Наш гаубичный артиллерийский дивизион, сформированный только из татарстанцев на фронте с ноября 2022 года. В реальных боях начали участвовать с июня прошлого года под Сватово. Тогдашние тяжелые бои и нашим парням пришлось непросто. Артиллерия противника всегда большая проблема для обеих противоборствующих сторон, и уничтожить ее пытаются в первую очередь. Но без ее поддержки на полях сражений не осуществить ни одну наступательную операцию. Бригада приступала к наступательным действиям, и мы, соответственно, поддерживали. Есть такое понятие артподготовка. Чтобы пехоте расчистить путь, мы начинаем массированно хороший огонь. Но там было, конечно, много железа выпущено. И пехотинцы видели, как нацисты выскакивали из своих окопов с передней линии и бежали на вторые свои занятия. И они просто были, шокированы, говорят: вау, оказывается, можно вот так вот. Не просто идти, когда там они сидят, и мы идем, она по нам стреляет, а когда можно сначала артиллерию их хорошо обработать, а потом только пойдет пехота.
Начальник штаба с позывным «Марвел» из Казани, отец 3 детей. О своих боевых товарищах говорит с гордостью. Ведь сегодня татарстанцы считаются лучшими в своем деле на этом участке фронта. Даже сегодня не все награждаемые смогли вырваться с передовой, так как активно работают на ответственном участке фронта. Слава о нас идет хорошая в армии и вообще в 15-й бригаде. Нами довольны. Мы держим марку татарстанского дивизиона. Командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Вагран» из Казани. В зону СВО приходил 2 раза. Сначала уходил добровольцем на 3 месяца, затем во время мобилизации в 2022 году сам пришел в военкомат и снова добровольцем. Хотя дома ждут жена и 3 детей. Я видел, что такое и как это было. Я понимаю то, что сейчас помощь каждого человека, мужчины, здесь требуется. Вот. И от помощи каждого бойца, вновь прибывшего даже, мы приближаем победу над фашизмом. Проработав в мирной жизни, в продажах и повоевав за лентой, у Ваграна сложилось свое видение этих 2 миров, где взаимоотношения людей абсолютно различаются. Здесь братство. Здесь понимаем все друг друга с полуслова. То есть иногда даже какие-то, если от меня команды идут подчиненным, даже договаривать не надо, все, комбат мы поняли, и работа идет. Были такие разговоры, рассказывают, что человек возвращается домой, например, и через какое-то время его тянет обратно. В то время я считал, как так-то, опять на войну, вроде, все, ты же ушел. А был случай со мной, я уехал, операция у меня была я 2 месяца был на излечении в Казани. И потом у меня проходил период восстановления. И вот за этот период я понял, что меня опять сюда тянет. Здесь, знаете, как будто это 2-я семья. Домой тебя тянет к той семье, а сюда тебя тянет к этой семье. Боги войны, как еще называют артиллеристов на фронте, из Татарстана с гордостью несут свою службу, хотя каждый день их сопряжен с опасностями. Так же, как и мы, так же и они. Вылетает «Мавик», кружит, если огневая позиция плохо замаскирована, он ее видит, передает координаты и, соответственно, по тебе начинает работать уже их артиллерия. Плюс FPV-дроны тоже. Были случаи, когда у нас просто выводили наши орудия из строя буквально за 50 минут 2 FPV-дрона прилетело и минус 2 орудия. Но наши артиллеристы научились воевать и с ними. Вот недавно выдали ружья охотничьи. Да? Это одно из самых эффективных дробь. Дробью сбиваем. Вот буквально неделю назад сбили. FPV, а есть такая еще более опасная, Баба-Яга называется, да, всем известно. Вот буквально несколько дней назад, даже меньше недели, получилось сбить ее. Но это очень считается очень круто. Наши парни своей работой неумолимо приближают день новой победы нашей страны. Дома их ждут родные, близкие, друзья. И дай бог, чтобы в скором времени наши парни стреляли уже не в сторону противника, а в небо, салютуя миру. Ленар Валиулов, Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Борогозгада и ингизгателяклер. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исян Месис. В начале предстоящей недели в Татарстане сохранятся аномально высокие температуры. С середины недели станет чуть прохладнее. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана в первые 2 дня температура достигнет 25 градусов выше нуля. Дальше опустится до 13-16 градусов. Ночью сначала 11-15, затем 5-9 градусов тепла. Солнце прогнозируют только в понедельник, затем будет облачно, но преимущественно без осадков. По предварительным данным, дождь пройдет лишь в пятницу.
На юго-востоке солнца будет больше, осадков не обещает. Температура 24-26 градусов в понедельник и вторник. Дальше 13-16 градусов. Ночью от 6 до 16 градусов со знаком плюс. В центре республики в начале недели будет жарко. Столбик термометра достигнет отметки в 27 градусов. Затем температура будет понижаться от 20 до 13, с повышением к выходным до 18 градусов. Ночью понижение от 14 до 5. Дождей не прогнозируют, будет облачно с прояснениями. На юго-западе Татарстана только в понедельник плюс 25 и солнце. Со вторника же плюс 18 с понижением до 15-12 градусов и дожди, которые продлятся 3 дня. В конце недели без осадков. Ночью сначала 14 градусов выше нуля, затем 8. На северо-западе республики и в столице Татарстана неделя начнется с аномальной температуры. Она поднимется до 26 градусов. Затем жара спадет и будет сначала 18, потом 15-12 градусов. Ночью от 13 до 6. Прояснение обещают только в понедельник и в среду. В остальные дни пасмурно и дождливо. Это все о погоде на ближайшие 7 дней. Всем хорошего настроения. Всего доброго.